Вот, это что касается армян. Теперь ингуши. Вот, мы молчим, молчим, но от нашего молчания ингуши не излечиваются от кода ненависти к чеченцам. Вот, ну, на виду-то говорят, вот мы братья, мы не братья пока. Вот, надо быть откровенным однажды. Вот, пока что мы не братья, абсолютно, потому что вот на чеченцев льет грязь, дебилы, этот Идрис, там какой-то, потом Бузуртанов, там еще кто-то, Костоев или Кадзоев, в общем, там есть с десяток ингушских горе-историков, вот, которые лепят из ничего на пустом месте якобы отдельно ингушскую историю, которой нет. Вот, даже до начала 20 века никто не упоминал об ингушах там, как об отдельном народе. Вот, лепят свою историю, ну ладно бы, лепили там, бог с ними, как говорится. Но они постоянно поливают грязью чеченцев, что они такие, что они злодеи, что они там пятое, десятое, в общем, и льют грязь откровенную, за которую они должны были бы давно-давно ответить, вообще-то говоря. Вот. Но ингуши молчат. Ни один ингуш вслух, ну, в любом случае, вот, они среди ингушской массы находят благоприятную почву для вот этого ядопрыскания на чеченский народ. Вот. Ну, чеченский народ, конечно, не пострадает от их яда, от их потуг гнусных. У нас великая история, нас весь земной шар знает. Вот, и так далее. Все знают нашу историю, знают. Вы почитайте наших врагов, генералов, мемуары генералов, которые воевали против чеченцев. И их почитайте, и все, больше ничего не надо. Вот. И ингушские историки, вот даже в мелочах, вот у нас там знаменитый Абрек Зелимхан Харачойский, вот они находят там какого-то своего ингушского, противопоставляют. Вот. У чеченцев там еще какой-то герой там, Байсангур Биноевский, он был без глаза, в бою с русскими отрядами, он потерял глаз, руку и ногу, его привязывали к седлу, и он правой рукой рубился. Значит, ну, это исторический факт, один из наших героев. Вот. Ингуши выдумали какого-то арчака. Вот если у чеченцев там без руки человек мог сражаться против, а у нас был арчак, который вообще без головы. У него не было головы на туловище, а туловище сражалось. До такой степени это просто умопомрачительная тупость вот этих дурачков. Вот выдумывают в противовес чеченцам этих героев там. Ну, некрасиво это, некрасиво. Не надо в своих семьях воспитывать, не говорите о чеченцах плохо. Ну, это же вам боком выйдет, понимаете? Вот. И вот в будущих катаклизмах, вот помяните мое слово, дай Бог мне ошибиться, конечно, но помяните мое слово. Вот в будущих катаклизмах ингушей и армян будут использовать против вот общекавказского движения. Вот они будут всячески лить грязь там на чеченцев, на еще кого-то, на кабардинцев, вообще на адыгов, на карачаевцев, на всех. Вот. Это просто нехорошая роль, которой вы уготованы, вот, дорогие ингуши. Вот. Будьте самим собой, творите историю, если она у вас есть, там, делайте ее. Начинайте строить историю, ну хотя бы там, с начала 20 века, там, у вас тоже были какие-то хорошие люди, без сомнения. Вот я в свое время
Жахару Яндарбиеву предложил, чтобы это был 89-й год, по-моему, или 88-й, когда ингуши устроили второй съезд ингушского народа. Это было я просто был потрясен. Я тогда считал, мы один народ, и когда мне Яндарбиев сказал об этом, что ингуши готовятся ко второму съезду, я просто был потрясен. Вот представьте себе, что какой-нибудь там, ну, допустим, биноевцы или цонтуроевцы или хальдеароевцы устроили бы второй съезд хальдеароевского народа, например. Вот. Ну, это же гнусь. Но, во всяком случае, тогда она резала слух. Я предложил даже, думал и предложил Яндарбиеву и Дудаеву, давайте все запишемся ингушами. Вот все мы чеченцы, мы все ингуши. Я был готов на это даже. Вот. А вот ингуши нет, мы отдельный народ там и так далее. И вот там был безрукий один ингуш, вроде хороший парень он был. Мы с ним общались по-доброму. И он мне откровенно говорит, а мы не хотим раствориться в чеченцах. Мы готовы среди осетин раствориться, среди там, армян, среди кого угодно, но только не среди чеченцев. Это же ужас мой дикий. Ну, как так можно раствориться? Тейп боится раствориться в своем народе. Вот. Ну, вы хотя бы ингуши, вот вы вряд ли сейчас уже, у нас и времени нет на все эти реконструкции вашего общественного подсознания. Код ненависти вы уже не успеете вырвать из себя. Но хотя бы заткните вот этих вот, для своей же пользы. Нам-то это эти Бузуртановы, эти Абадиевы, чеченцам они только пользу приносят. Вот наши чеченские историки, вот, из-за их гнусных выпадов вот, бывают вынуждены копаться в истории, там, выискивать новые факты, вот, чтобы опровергнуть их гнусные инсинуации. Вот. И чеченская историография от этого только крепнет. Нам ни худо, ни жарко. Нам тепло даже от этих Абадиевых там, и так далее. Но вас это не красит, дорогие ингуши. Вас это не красит никак. Если они кукарекают, там, издают эти писюльки, и вы их поддерживаете, значит, вы все заражены этой ненавистью. И вам трудно будет жить по соседству с чеченцами. Очень трудно будет. Вот. У них земля должна гореть под ногами. Вот я не представляю, чтобы среди чеченцев нашелся какой-нибудь чеченский историк, который вот так вот грязно отзывался бы об ингушах. Вот. Меня они ненавидят массово только за то, что я им говорил правду. Я в 92-м году перед вот этой вот